В эфире программа о технологиях, инновациях и том, что изменит нашу жизнь в обозримом будущем. Сегодня в выпуске. Футуристичная машина будущего. Директора Google отправились на покой и наоборот, скорое возвращение или даже возрождение легенды мирового игропрома. Поехали. Как обещали на прошлой неделе, собрали всю информацию воедино и подготовили подробный разбор новой футуристичной машины Илона Маска Cybertruck. Даже музыку подобрали специально для нее, и так по порядку. Представили 1,5 недели назад в Л.А. Все началось с отсылки к легендарному фильму 1982 года «Бегущий по лезвию». Девушка на экране рассказала о том, что планета находится в опасности из-за промышленных отходов и загрязненного воздуха, поэтому будущее за электрокарами. И на презентации представят не только безопасный автомобиль будущего, но и то авто, в которое пачкой будут запрыгивать кибердевочки. Маску, как всегда, не отказать в остроумии, а далее на сцену вышел и он сам. Начал свой рассказ с истории траков. Это, кто не знает, легендарные американские пикапы. Их в Штатах в год продается около 3 миллионов штук, так как пикап – это универсальный автомобиль. Он и для города, и для поездок за город. Благодаря кузову отличный помощник в хозяйстве и для путешествий. Благодаря своим техническим характеристикам и полному приводу в частности, они отлично тянут за собой трейлеры. Поэтому кусок на рынке лакомый. И занять хотя бы малую его часть уже победа. Вернемся к самой презентации. На сцену выехал состоящий из углов математических фигур автомобиль будущего. Кузов пикапа выполнен из толстой нержавеющей стали, что делает его невосприимчивым к выстрелам с малокалиберного оружия. Такое ощущение, что готовили его для хозяйственников гетто. Ну или для военных, которым из-за дизайна, кстати, он придется по вкусу. Чтобы продемонстрировать его прочность, на сцену вышел парень с кувалдой и начал лупить карп, параллельно сравнивая с дверью от машины другого производителя. И если на этой двери остались вмятины уже от первого удара, то на Cybertruck'е не было ни царапины после нескольких. Чего не скажешь о стеклах. 99% вероятности, что разбились они, чтобы поюморить и разбавить презентацию. А вот будут ли они в будущем пуленепробиваемыми, такими же как корпус, остается большим вопросом. Грузоподъемность 1600 килограммов, а буксировать возможно прицепы и трейлеры до 6,5 тонн. Его, кстати, выставили в поединке с Ford F-150, где Cybertruck одержал уверенную победу в перетягивании троса. В ответ на это представительство Ford после презентации вышло на Маска в Твиттере и сказала, что ждет машину на свой собственный тест. Дело в том, что, как и на любой другой презентации, нам немного приврали. И заявленный для поединка Ford весил на четверть меньше машины Маска, что в таких соревнованиях довольно критично. Фордовцы пообещали устроить настоящее соревнование по всем правилам, но на опускании достоинств компании Ford Маск не остановился и залез на поле битвы гоночных машин. Жертвой стал Porsche моделью 911. Разгон Cybertruck'а составил 2,9 секунды на 100 километров, что быстрее немецкого спорткара. Кроме того, множество умных примочек, автоматическая парковка, выставление углов и прочее, за которые все так любят Теслу. Цена начинается от $40 тысяч за версию с одним электромотором, а с двумя моторами и полным приводом, соответственно, 50 тысяч вечно зеленых. Есть и топовая версия. Там установлено 3 мотора, мощностью которых хватает на время поездки в 2 раза больше, чем у младшей модели. 800 вместо 400 километров. Она уже обойдется в 70 тысяч, а это чуть более 4 миллионов рублей. Все вышесказанное породило огромное количество мемов в интернете, вы и сами их наверняка видели. Теперь, по крайней мере, знаете, откуда растут ноги. Да и сам Маск признался, что как раз таки мемы зачастую и делают лучшую рекламу его продукта. Сергей Брин и Ларри Пейдж оставили свои президентские посты в Google. Их должности теперь упразднены в принципе, и на их место приходит Сундар Пичай, действующий генеральный директор. Других изменений в рабочей рутине, скорее всего, не будет. Оба бывших руководителя заявили, что не держатся за свои должности, и пришло время упростить систему управления Google.
В случае необходимости они смогут все-таки вмешиваться в дела компании, так как им суммарно принадлежит голосующая доля более чем в 51%. По состоянию на апрель Пейдж владел 26%, а Брин 25%. Почитать прощальное письмо от основателей можно в блоге Google. Там много изложено о том, как выросло за 20 лет детище, рожденное в 1998 году в чьем-то гараже. В свою очередь, на этой неделе под обстрелом оказалась компания Intel. Она не справляется с наплывом заказов, что плохо отражается на бизнесе клиентов и не дает им использовать все возможности праздничного сезона. Несмотря на все упорство AMD, Intel был и остается ключевым звеном в цепочке поставок ПК, и для продаж сейчас самые благоприятные условия. Рынок персональных компьютеров стремился вверх, скоро закончится еще и поддержка Windows 7. Однако она не успевает за спросом, который превзошел ожидания и прогнозы, озвученные во втором квартале. В Intel честно заявили, что хоть они и пытаются восстановить баланс между спросом и предложением, в четвертом квартале его достичь, скорее всего, не удастся. Вслед за ней Hewlett Packard, сокращенно HP, тоже предупредили, что ее продажи в конце года будут ограничены, а за ними подтянулись и Dell со своими неоптимистичными прогнозами. В итоге акции всех трех стремительно поползли вниз. Такими темпами Intel рискует потерять долю на рынке и уступить AMD. Однако аналитики продолжают верить в компанию и ожидают второго роста продаж. Не последнюю роль тут играет имеющаяся у нее программа обратного выкупа на 20 миллиардов долларов. А вот другая компания по производству процессоров, наоборот, похоже, открыла Эльдорадо. Qualcomm представила свой Snapdragon 865, на который установлена модемная система 5G. Они заявили, что их чипы будут работать с пиковой скоростью до 7,5 гигабит в секунду, обгоняя большинство проводных соединений и качественно преобразуя процесс мобильной связи. Помимо этого, у новинки прирост в производительности в 25%, лучшая энергоэффективность и новые графические возможности. Устройства на базе Snapdragon 865 станут доступны в первом квартале 2020 года. Производители матриц тем временем представили на этой неделе сразу два необычных экрана. Первый эластичный, не гибкий, как у того же Galaxy Fold, а именно эластичный. Он не сгибается, а растягивается в стороны, имеет модульную конструкцию. В каждом модуле несколько своих слоев с перемычками, в том числе гибкими, которые позволяют устройству изгибаться в разные стороны под разными углами. В прототипе роль экрана выполняет наложенные друг на друга листы бумаги, а за изображение отвечает внешний проектор. Не менее интересной стала разработка псевдо-3D-дисплея в форме полушара, проще говоря, низкий. С помощью чудо-девайса научились даже удаленно управлять движущимися устройствами, например, роботом-пылесосом iRobot Roomba. Наклоняешь вперед, пылесос едет вперед, наклоняешь вправо, едет вправо и так далее. Глядя на все эти новшества, кроме как вопроса «зачем?», в голову ничего не приходит. Одно из российских изданий МБХ Медиа опубликовало расследование о том, насколько защищена московская система уличного видеонаблюдения. По словам корреспондента, на черном рынке вовсю продают доступы к конкретным камерам, данным распознающей системы и даже к целым учетным записям. За 30 тысяч рублей якобы можно получить логин и пароль, которые позволяют подключиться к самой платформе. Доступ к камерам продают в виде коротких ссылок. Их разработали, чтобы пользователи платформы, то есть чиновники, полицейские, могли обмениваться ссылками с коллегами. Более того, по просьбе корреспондента некий исполнитель прогнал его фото через камеры с распознаванием и выдал документ с сотней совпадений разной вероятности. Правда, реальных совпадений там не оказалось, что объясняется малым количеством распознающих камер в Москве. Для этого, как оказалось, не требуется ни ордера, ни каких-то судебных разрешений, ничего. Мало нам было банковских утечек, теперь и злоумышленники еще камеры слежения в оборот взяли. На игровом поприще в эту неделю порадовала новость о грядущей новой, старой Resident Evil. На этот раз под раздачу попал ремастер третьей части, а подтверждение тому стали появившиеся в PlayStation Network и далее утекшие в сеть постеры и кадры переработанного геймплея. По мнению аналитиков, это 100% гарантирует новую премьеру ремейка. Предположительно, представят все это дело в Game Awards
в середине декабря этого года. Если нет, то ожидаем японского фестиваля Jump Festa 2020, который пройдет уже в следующем. Ну а на сегодня все. Повтор программы найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в инстаграм-аккаунте yak24.ru. Оставляйте свои комментарии. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.